Топ-5 вопросов тем, кто утверждает, что Чингисхан не был тюрком, а значит и не казаком. Загадки в темноте. Европейские путешественники средних веков, побывавшие на землях казаков, прямо писали, что эти тартары хвастают своим происхождением от древнейшего рода знаменитых скифов и тем, что никогда никем не были порабощены. Это слова внешних наблюдателей. Задумайтесь над этим. 5-й вопрос. Если бы мы действительно когда-то говорили на монгольском языке и имели прямое родство с халха, бурятами и калмыками, то почему в нашем фольклоре, в языке, в традициях, в устном народном творчестве, в музыке и в коллективной памяти народа не сохранилось вообще никаких следов этого? Где хотя бы одно устойчивое свидетельство того, что мы когда-то говорили на монгольском языке? Где следы этого языка в нашей речи, в наших песнях, в эпосах, в сказаниях? От возвышения Чингисхана до эпохи Золотой Орды прошел всего 1 век. И ни для кого не секрет, что официальным языком Золотой Орды был кипчакский язык. Могло ли за такой короткий исторический срок произойти нечто беспрецедентное, чтобы народ, находившийся в роли завоевателя, а не угнетенного, полностью утратил свой язык, культуру и идентичность без единого следа? Ничего не понимаю. В истории человечества не существует ни одного примера подобного исчезновения языка и исторической памяти у народа-завоевателя. И если следовать логике тех, кто утверждает, что язык и идентичность завоевателей естественно растворяются, Замечательно, поразительно, гениально. то возникают дополнительные не менее наглядные вопросы. Всем известно, что потомки Чингисхана в Иране создали государство Ильханат и правили в персоязычной иранской среде. Почему же чингизиды Ильханата не стали ираноязычными и не растворились полностью в местной культуре? Если продолжать ту же логику, то почему тюркские династии в Индии, включая великих моголов, не стали индоязычными, несмотря на столетия правления в иной языковой и культурной среде? Как они могли сохранить свою языковую и культурную основу, если по этой логике должны были бы полностью иранизироваться или стать индоязычными?